Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась испечь шанишки, коми-шанишки. Сначала я буду делать корочку из ржаной муки, а потом туда положу начинку. Так, у меня, значит, я беру кефир. Кефир у меня здесь 150 мл. Наливаю кефир в миску. Так, кладу соль. Маргарин, ну у меня здесь, наверное, 50-60 грамм, не больше. Это для корочки делаем тесто. Так, сюда кладу вместе с ржаной мукой и белую муку. Размешиваем тесто. Кладем ржаную муку. Раз, два. Размешиваем. Потом постепенно буду добавлять. Пока, друзья, Маша месит тесто, поздороваюсь и я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Сегодня у нас шанги. Шанги, коми-шанги. Коми-шанги из ржаной муки и с начинкой, интересной такой начинкой. Вот если у вас в доме не оказалось ни ягод, ни ленька с картофелем возиться, попробуйте такую начинку. Начинка будет мучная. Это будут шанги черно-белые, так сказать. Можно так вот сказать. Коми-шанги черно-белые. Начинка белая. Само основание шанек из ржаной муки. Вот Маша ложками кладет, наверное, четвертую ложку, да? Четвертую ложку измеряем, потому что это все Маша делает примерно. Я попросил Машу, чтобы она хотя бы ложками там, чтобы мы знали, что говорить. 4 ложки ржаной муки на данный момент пока и 2 ложки белой муки. Так ведь? Примерно. Да. И это надо замесить, чтобы тесто такое достаточно густое обычно бывает. У нас мука ржаная, обдирная еще вот тут напишем. Ржаная, обдирная. Чисто из этой ржаной муки хлеб не пекут. Всегда, например, буханку черного хлеба всегда пекут в перемешку с белой мукой высшего сорта. Потому что из чисто ржаной муки получается буханка как тесто. Она не выпекается. Это уже какая ложка-то? 5-я или 6-я? 6-я ложка уже. Ну, мы потом в конце скажем, сколько ушло муки. Еще добавляю. Видишь, Маше кажется, что тесто должно быть как? Сюда у нас, друзья, сода не идет. Многие удивляются, говорят, почему соду не кладете. Да, мы не кладем соду. Вы можете там половину чайной ложки добавить и разрыхлитель, или соду. Лучше всего добавьте уже как современные, так сказать, разрыхлитель. Тесто у вас получится рыхленьким. Но я вам скажу, что раскатывать будем тоненько. Надо очень тоненько. Бабушка у Маши очень тонко раскатывала, так ведь? Еще одну. Это получается 7-я ложка. 8-я уже? Или как? Я уже не знала. Придется при монтаже это все нам. Ну где-то, наверное, 7-я ложка, наверное, скорее всего. В граммах потом не померяли. Ну, хозяйки все пекут, знаете, когда они будут там в граммах взвешивать. Ну, надо специально это все делать заранее.
заранее измерить и все такое. Половина чайной ложки соли у нас ушла сюда. Ну, я, как говорится, на глаз. На глаз, но Всё. примерные компоненты я все так и буду это самое озвучивать. Такие Так, моменты. ну, тесто вроде как Ну-ка, мягкое, покажи, готово. как. Нажми, чтобы они поняли, видели. К рукам не прилипает и эластичное такое тесто. Так, тесто у нас готово. Это кладем в сторонку. А теперь займемся начинкой. Наливаем кефир. Так, у нас здесь 350 миллилитров кефира. Сюда же добавляю сметану. Так, 2 ложки добавляю сметану. Это, друзья, у нас начинка идет. Уже. Соль также вон на глаз беру. Ну, где-то половина чайной ложки. Дальше маргарин. Маргарин сливочный у нас, и, друзья, и растопленный. И вот я не знаю, сколько граммов тут. Грамм 70. 70, да? Может 70-80, где-то так, наверное. Мука снова Маша кладет на глаз, но мы покажем, какого состояния должно быть эта начинка. Ну, тесто начинка, какое примерно состояние. Густой сметаны, в общем-то, должно быть. Так, если я правильно не ошибаюсь. Густой сметаны. Состояние густой сметаны. Да, до густой сметаны сейчас. Ну, если коротко, два вида теста. Тесто из ржаной муки и тесто из муки высшего сорта. Белая мука пойдет на начинку, ржаная мука пойдет на основание шаник, для корочки. У нас называются эти шанги счет коркая комы шанга. Но начинки разные бывают. И с картошкой, и с крупой, и все такое. Мы вам показываем вот эту. С мучной начинкой. Супер вкусные шанги будут, друзья. Тесто это у нас уже готовое. Значит, сюда я положила 4 ложки сметаны и 300 грамм кефира у меня получилось. Ну и муки, соответственно, мукой будете загущать это тесто до такого состояния. Покажи, Маша, какое состояние теста. Вот. С ложки падает. С ложки падает. Очень густая сметана. Это, друзья, у нас начинка. У нас тесто готовое. Сейчас будем делать шанишку. Так, тесто у нас, ржаное тесто полежало немножко, отдохнуло. Так, сейчас раскатываем и будем потом делить на части. Вот такой жгутик, колбаска, что ли. И делим на равные части. Это уже начинается, друзья, заготовка оснований для наших шанежек. Основание шанек — это очень тонкое ржаное тесто такое. Один блинчик, друзья, готов. Передислокация у нас. Противень сюда подняли, поставили. Немножко припыляет мукой Маша. Дальше вот такой блинчик. Покажи тонкость блинчика. О, видите, какое тоненькое тесто. Некоторые делают потолще. Некоторые делают где-то, наверное, толщиной пару миллиметров. Ну, для нас вот с детства мы привыкли, чтобы это тонкие были.
Моя бабушка всегда вот черное тесто, вот это, которое снизу, у нее всегда было очень-очень тонко сделано. Вот. Да. И мне тоже мне тоже это нравится, потому что не люблю, когда вот слишком толстое тесто и идет все равно какая-то горечь. Вот. Ржаной муки, да? Да, да, есть какая-то горечь. Ну, друзья, делаем из наших заготовок вот такие типа блинчиков. У нас, друзья, один противень заполнился, 6 не влезло, 5 шанек влезло. Чуть-чуть, наверное, покрупнее Маша сделала. И 5 шанек. И начинку распределяем. Где-то, не знаю сколько, ложка-то точно. Такая большая ложка. Начинки на одну шанишку. И аккуратненько все распределяем равномерненько. И так далее, друзья, распределяем по всем нашим блинчикам вот такую начиночку. Так, начинка готова у нас. Все распределили. И дальше еще будем смазывать. Смазывать или не смазывать, Маша? Смазывать сметаной будем еще. Еще сметаной, оказывается, смазывать. Включили духовку. Да, вот на этом этапе включаем, друзья, духовку, пускай греется. Смазываем сметаной. Ну вот современная сметана, вот минус современная сметана, она почему-то густая и очень плохо смазывается, да ведь? Вот всегда надо немножко с молоком разбавлять, но мы этого делать не будем сегодня. И перышко, видите, вместо перышка уже силиконовые, как это называется, кисточка силиконовая, но, а может с перышком завсегда вкуснее, Маша, нет? С рябчиковым крылышком-то. Рябчиковое крылышко, оно все такое. Но тоже современность входит в жизни деревни, и все чаще печем в духовке, потому что это удобно, потому что это не надо следить за печкой, за жаром. Вот. И сметана. Вот смотрите как. Все будет вкусненько и румяненько. Как только духовка согреется наша, мы отправим этих всех красавцев в духовочку. Так видите. А пока ждем, наверное, Маша снова покрутит там заготовки для блинчиков. Ну, блинчики эти. Маша делает заготовки, ну, блинчики такие, из остатков теста еще на другой противень. И у нас согрелась духовка, друзья. Все уже 200 градусов набрала жара. И надо отправить шанешки в духовку. Вот. Тут снова уже 4 штуки готовых блинчиков. И все-таки, я думаю, 6 штук должно уместиться. Просто мы форму там чуть-чуть побольше не рассчитали. А вообще нужно, Маша, прикупить противень. Это самое, я смотрел, там в интернете есть противни, чтобы заранее, чтобы не надо там раз, чтобы 2 противня, раз, и готово. Все, отправляются наши шанишки-то испекаться. На среднюю полочку, 200 градусов, вот только не знаю минут сколько. На 10-15 минут, там потом посмотрим уже, будет видно. Потому что это все печется же в печи, а в печи температура всегда очень высокая.
Если будешь на 180, она просто высохнет. Сухари превратятся эти. Нужно чем больше градусов, тем быстрее и Да. Жар большой и времени, чтобы поменьше. правильно. Шанишки вытаскиваем. Прошло, друзья, 15 минут у нас. Осторожненько. Ой. Осторожненько, осторожненько. Ой, смотрите, какие они румяненькие. Посмотрите, друзья, какие они румяные, ароматные. В доме стоит невероятно вкусный аромат от этих шанежек и от улыбки Маши. Мажем. Это все прекрасно. Смотрите, смазываем обязательно на горячие шанишки сливочным маслом. Смазываем с обоих сторон. И будут они румяненькие и мягонькие. Потом их надо закрыть еще. Знаете, какие они вкусные, друзья. На очереди вон эти заготовки еще пойдут. Маша пока смазывает это все. Дело не хитрое. Вот у нас второго противня нету. А так бы уже и второй уже, пока мы это все дело вот делаем, второй бы уже отправился. Удобно бы, Маша, давай. Конечно. Да, надо будет этот противень приобрести, друзья. Я смотрел в интернете сегодня, даже утром еще смотрел. Приметил уже от Зануси противень такой. И обязательно купим. Так. Ну что, вторая партия будем делать. Это уже я не буду, друзья, снимать. Все это уже видео так растянулось. Ну, короче, убираем этот противень, чистим немножко. Дальше раскладываем вот эти заготовки. Кладем такую начинку и обратно в духовку. Смазываем сметаной и обратно в духовку. Эти шанги у нас сейчас укрываем полотенцем, и чтобы они так немножко постояли. Вот так. Я правильно еще рассказал вкратце? Да. Сейчас дальше делаем. Мы приступаем, друзья, к нашему дальнейшему выпеканию шани. Но это уже без камеры. Все то же самое. Друзья, еще раз включился, хоть и уже не хотел вторую партию показывать, но смотрите, второй способ смазывания. Видите, берем маленькую ложку, кладем посередке и размазываем ложкой вместо кисточки. Это уже второй способ. Этот способ даже лучше, чем кисточкой. Потому что здесь посередке будет, вот куда кладем вот эту сметану, там будет потолще всегда, и там будет образовываться такая ямочка. И это будет тоже один из фишек наших шанек. Тоже это все будет вкусненько. Ну и, собственно говоря, мы отправляем и эту партию тоже в духовочку. Тоже на 15 минут. И пускай выпекается. На 220 градусов поставили. 220, да, добавили, друзья, 220. А через минут 5 еще до 250 добавляем. Ага. Последние 5 минут, короче говоря, 250 градусов, чтобы зарумянились побыстрее. Вот. Все, мы вытаскиваем. Это у нас, друзья, вторая партия. Не менее ароматная, не менее румяная. 6 штук, на чуть-чуть там поменьше 2 шанишки сделали, и как раз 6 штук у нас влезло на противень. Да, не забывайте смазывать на горячую шанишку эту. Обязательно. Потому что это все горячее, это впитывается. И смотрите, посередке сметана, видите сметана? Она такая, она тоже в масло превращается. Во время термообработки, ну, выпекания, она в масло превращается. И так и нужно. Это правильно, видите? А почему черно-белые? Смотрите снизу. У нас ржаная корочка. Вот так. И опять немножко вот так все смажем. И потом закроем опять же полотенцем. Вот так, друзья. Замечательно у нас
получились шанги. Замечательно. У нас еще, друзья, тесто осталось, если что. Всегда можете добавить начинку именно и дополнительно испечь такие вкусняшки. Начинку можно на эту же корочку, начинка пойдет и с ячневой крупой, и с брусникой, и с картошкой. Все это будет очень-очень вкусно. Все, готово. Ну и дегустация, друзья, наших шанежек. Естественно, чай, горячее-горячее. Конечно, честно. Это не может быть невкусно, такие шанишки. Друзья, это просто прелесть. А разные начинки еще вообще замечательно. Ну вот мы показали черно-белые шанги, комишанги, черно-белые шанги. Не быть русской. Перевожу. Мягкие, пушненькие, рыхленькие такие. Маргарин придает рыхлость ржаной корочке такой. Она не будет как корка такая твердая или что ли, как сухарики. Она будет очень мягонькая это все. Да, и чтоб корочка была тонюсенькая. Да. Вот как вы лепите на пельмени очень-очень тонкое тесто, да? Вот так же и должно быть очень тонкое ржаное тесто. Вот так, друзья. Получилось очень вкусное. Мягкое. Сейчас Сережа будет чай пить. Я обязательно. Давай я попробую. Попробую и скажу вердикт наших шанежек. Я прямо сейчас укушу. Ой. Вот это да. Я прям готов сейчас расцеловать вместе с шангами во рту тебя за такую вкусняшку. Вот это вкусно. Вот комишанги. Да. Если у вас нету брусники, лень возиться с картошкой, берите просто белую муку, ржаную муку и пеките такие шанги с такой начинкой. Это прелестно, просто, друзья, восхитительно. Вот так. Ну, а на этом, друзья, мы заканчиваем этот ролик. Испекли шанги и говорим всем пока. Всем пока. Большое спасибо вам за внимание и добрых вам рассветов. Встречайте рассветы, вкусные рассветы, и пускай они приносят вам всегда хорошие вести и предвещают хороший день. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Готовьте. Пеките шанги так, как печет моя Машенька. Спасибо, Машенька, за такую вкусняшку. Все, пока.